Кайрылуу күн әріптестер, Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгін біз тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңның негізгі ережелерін түсіндіру туралы сөз қозғайтын боламыз. Біздің бүгінгі құрметті спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Елеусізов Айтан Жанаманұлы, Алматы қаласы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасы бастығының орынбасары. Байсақова Зүлфия Мұхаммедбекқызы, Дағдарыс орталықтары одағы заңды тұлғалар бірлестігінің басқарма төрағасы. Қош келдіңіздер. Бірінші сөз өзіңізде, Айтан Жанаманұлы. Рахмет, құрметті брифингке қатысушылар. Бәріміз білетіндей, өткен жылдың 8 желтоқсанда президенттің 409 жарлығымен бекітілген адам құқықтары және заң үстемдігі саласындағы іс-қимыл жоспарына сәйкес Ішкі істер министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау, сондай-ақ отбасылық құндылықтарды ілгерілетушіні шараларды күшейту бойынша заңнамалық түзетулер әзірледі. Мемлекет басшысы ағымдағы жылдың 15 сәуір күні Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары бастамашылық өткен Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдер құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңына қол қойды. Заңның негізгі ережелері: зорлық-зомбылықтың профилактикасы және өмірлік қиын жағдайда адамдарды қолдау бөлігінде зорлық-зомбылыққа, қатыгездікке, буллингке ұшыраған кәмелетке толмағандарға көмек көрсету бағдарламаларын әзірлеу бойынша отбасылық орталық атқарушы органдарға құзыреті беріледі. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегуші қызмет көрсететін ұйымдарда болған кезеңде жәбірленушінің жұмыс берушісі қызметкерге жалақысы сақталмайтын демалыс ұсыну міндетті түрде жүктелген. 30 күнтізбелік күннен аспауы қажет. Көп пәтерлі үйдің жай серіктестіктерін немесе мүлік иелер бірлестіктер төрағасының және сенім білдірген адамдардың функцияларын кеңейту, кондоминиум объектісінде пәтер иелерінің тұруына қауіпсіз жағдай жасауға бағытталған іс-шаралар кешені қамтамасыз етіледі. Білім беру ұйымдарына кәмелетке толмағандарға қатысты құқыққа қайшы әрекеттерді анықтау жұмыстарын жүзеге асыру және болғызбау бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен білім алушылар мен тәрбиеленушілерге алғашқы психологиялық көмек көрсету құзыреті берілді. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарды, яғни отбасыларды ерте анықтайтын мобильді топтарды және отбасын қолдау орталықтарын құру бойынша құзыреті берілді. Интернаттық ұйымдарға, білім беру ұйымдарына және бала құқықтарын қорғау ұйымдарына қатысты алдын ала ескертусіз жоспардан тыс тексерулерді жүзеге асыру енгізілді. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдарды және жазғы сауықтыру қызметтерді, яғни балалар лагерлерін лицензияланатын болады. Теперь коротко остановлюсь на вопросе, как этот закон действует на практике уже сейчас. Этим же планом предусмотрена упрощенная процедура расследования уголовных проступков. Нами разработан алгоритм реагирования и расследования новых уголовных правонарушений. Это нанесение побоев, причинение легкого вреда здоровью, приставание к несовершеннолетним и пропаганда самоубийства. Прорабатывается механизм исполнения установленных судом особых требований к поведению. Созданы межведомственные мобильные группы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которой нам ставится акцент на выявление случаев насилия, особенно в отношении детей. Совместно с Министерством просвещения проработан алгоритм реагирования на буллинг несовершеннолетних. В части ужесточения уголовной ответственности исключена возможность примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия. Криминализация побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью, то есть статьи с административного кодекса перенесли в уголовный кодекс. Введение новой ответственности за приставание сексуального характера к несовершеннолетним, статья 121 прим. 1 УК РК. Введена новая ответственность за пропаганду самоубийства. Усилено наказание за убийство. Раньше было наказание на 20 лет либо пожизненно, теперь стало только пожизненное наказание. Доведение до самоубийства. Раньше было лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, стало на срок от 5 до 9 лет.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Исключена санкция в виде ограничения свободы. Стало только лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Умышленное причинение средней тяжести здоровья. Исключена санкция в виде ограничения свободы также. Осталось только лишение свободы на срок до 3 лет. Истязание. Раньше была санкция ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Стало лишение свободы на срок до 3 лет. Изнасилование. Если это действие совершено в отношении несовершеннолетних, предусматривается ответственность ранее лишение свободы на срок от 15 до 17 лет. А в настоящий момент от 17 до 20, а в отношении малолетних было на 20 лет, либо пожизненно. Осталось только пожизненное лишение свободы. Похищение из незаконного лишения свободы несовершеннолетних дополнено квалификационным признаком совершения в отношении заведомо несовершеннолетнего. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединено с жестоким обращением, было ранее административный арест на 10 суток, стало на 20 суток. Что грозит за избиение? Не только в отношении женщин. Если совершаются такие правонарушения в отношении любого гражданина РК, будут применяться данные нормы закона. То есть побои, статья 109 прим. 1, легкий вред здоровью, статья 108 прим. 1. В следующих нормах исключены санкции в виде ограничения свободы. Это вот истязание, умышленное причинение средней тяжести здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Пропаганда, добавлена статья пропаганда самоубийства, то есть пропаганда самоубийства, умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство при отсутствии признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей. В данном законе предусмотрена уголовная ответственность за физическое насилие, а также истязание, одной из форм которой является причинение психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучение потерпевшему, если это деяние не повлекло причинение тяжкой или средней тяжести вреда здоровью, а последствия экономического насилия во многом приводят к физическому и психологическому страданию жертвы. В целом у нас в обществе не принято выносить ссор из избы. Однако мы совместно с общественными объединениями через СМИ и социальные сети ведем целенаправленную работу о необходимости сразу же сообщать полицию о фактах насилия. В свою очередь полиция с прошлого года перешла с заявительного на выявительный формат. Данный формат у нас до сих пор остается, и мы его придерживаемся. А это значит, что в обществе формируется процесс нетерпимости насилия в семье и неотвратимости наказания за его совершение. Часто задают вопрос, если муж ударил в первый раз, то что ему будет? Не имеет значения, кто ударил, сколько раз. За любое насилие теперь предусмотрена уголовная ответственность. Бить никого нельзя. Это точка. Важно знать, если вы будете наносить телесные повреждения, причинять физическую боль, толкать, бить, пинать, бросать предметы в близкого человека, то за это по закону грозит уголовная ответственность. Если вы будете совершать бытовое насилие в отношении домочадцев, а это по закону предусмотрена ответственность. В настоящее время не нужно заявление от потерпевшего, административное дело возбуждается по факту. При совершении бытового насилия в отношении вас будет выставлено ограничительное предписание в виде запрета на посещение, преследование, розыск потерпевшей стороны, а также вступление в устные и письменные переговоры. Приобретение, использование, ношение и хранение огнестрельного и другого вида оружия, употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, совместное проживание с потерпевшей стороной в одном жилище. При нарушении указанных ограничений предусмотрен арест на срок от 5 до 20 суток. После правонарушитель будет находиться на особом контроле. В части профилактики и усиления административной ответственности при установлении особых требований к поведению правонарушителя суд вправе выселить агрессора из общего жилья, несмотря на отсутствие либо наличие у этого лица другого жилища. При установлении особых требований поведения лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, суд вправе установить меры по оказанию психологической помощи. При выражении нецензурной брани в адрес своих домочадцев, оскорбительное приставание, унижение,
повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение, предусмотрен арест сроком на 5 суток. При повторном нарушении в течение года арест на 10 суток. При этом исключено понятие совершенно данного правонарушения в жилом доме. Теперь привлекать будут ответственность за скандалы в любом месте. За повторное нарушение защитного предписания арест предусматривается 20 суток. Вкратце остановлюсь по городу. В городе Алматы за 5 месяцев текущего года зарегистрировано 23 преступления в сфере семейно-бытовых отношений, что показывает среднее снижение по сравнению с прошлым годом. Одним из основных мер профилактического воздействия в отношении лиц, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, является постановка на профилактический учет и проведение индивидуально-профилактической работы, направление на принудительное лечение от алкоголизма. На профилактический учет в текущем периоде поставлено 3717 лиц. Из них в отношении 3279 лиц вынесено защитное предписание. В отношении 438 лиц установлено особое требование к поведению. На принудительное лечение от алкоголизма направлено в 90 лиц. Также за нарушение защитного предписания привлечено 196 правонарушителей. За нарушение особых требований к поведению правонарушителя, выставленных судом, ограниченным судом, привлечено 126 человек. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечено 1275 человек. Инспекторами по защите прав женщин от насилия районных подразделений оказывается индивидуальная помощь женщинам, подвергнутым насилию, а также обратившимся по разъяснению действующего законодательства в данном направлении. Так, по телефону доверия оказана консультативная помощь 321 женщинам. С начала года осуществлен прием 391 женщин, обратившихся за консультативной правовой помощью. На регулярной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику бытового насилия с привлечением представителей комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики, органов образования, труда и социальной защиты населения, а также неправительственных организаций. Организованы 101 встречи с неправительственными организациями, где изучен положительный опыт взаимодействия неправительственной организации с полицией, дана оценка эффективности оказания психологической помощи пострадавшим от насилия и проблемные вопросы профилактики насилия в семье, а также пути их решения. В целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений систематически проводятся профилактические мероприятия, как быт, нет насилия в семье, счастливая семья и так далее. За первые 5 месяцев, как я уже вам напомнил, у нас зарегистрировано только 23 преступления в сфере семейных бытовых отношений. Это значительное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о положительных результатах принятых мер нами. Благодарю за внимание. Спасибо вам за представленную информацию. Я бы хотела добавить, являясь членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан, я бы хотела сказать, что на протяжении последних 3 лет велась очень активная работа по внесению изменений в ряд законодательных норм, которые бы регламентировали деятельность по защите женщин от насилия. Безусловно, то, что эти нормы есть, это очень положительный момент, потому что Казахстан ратифицировал в 1998 году Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и тем самым взял на себя обязательства по соблюдению защиты прав всех проживающих членов семьи. В связи с этим надо отметить, что, как показывает анализ ситуации, у нас в Казахстане более 40 кризисных центров. В городе Алматы есть государственное коммунальное учреждение «Кризисный центр Жансая» на 50 койко-мест, которые оказывают помощь и поддержку жертвам бытового насилия, которые идентифицируются совместно, с инспекторами полиции, и проводится большая профилактическая работа как неправительственными организациями, так и кризисным центром.
и другими субъектами исполнения закона о профилактике, а их 9, как раз-таки направлены на формирование культуры ненасильственных отношений и понимание того, что на сегодняшний день не надо молчать, есть инфраструктура, есть закон, который помогает, но, к сожалению, только каждый 6-й ребенок является сегодня в Казахстане свидетелем насилия, что свидетельствует о том, что необходимо, значит, Министерству просвещения в срочном порядке разрабатывать программу по реабилитации, основанную на научных позициях. Ну, это очень коротко, дальше я добавлю. Спасибо вам за данную информацию. Уважаемые коллеги, далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ жауап бөліміне өтетін боламыз. Бірінші сөз кезегі Алматы ақшамның журналистіне беріледі. Қайырлы күн баршаңызға. Менің сұрағым, Алматыда көмекпен қолдау үшін отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына қандай ресурстар мен қызметтер қолжетімді? Қандай іс-шаралар атқарылып жатыр нақты? Рахмет за вопрос. Я бы хотела сказать, что на самом деле уже вот на протяжении, наверное, 12 последних лет в Казахстане развивается сеть кризисных центров, которые оказывают помощь и поддержку жертвам бытового насилия. В рамках стандарта специальных социальных услуг оказываются эти услуги бесплатно за счет местного бюджета, начиная от проживания, пятиразового питания и заканчивая предоставлением юридических, психологических консультаций, социального сопровождения, до врачебной помощи и, конечно, социализация. Хотелось бы отметить, что жертвы бытового насилия принимаются в приют кризисного центра вместе с детьми. И хотелось бы также сказать, что существуют определенные службы телефона доверия, которые работают в круглосуточном режиме. Это телефон 111, также есть телефон 150, это независимый, который создан на базе неправительственных организаций. И также есть телефон с WhatsApp-функцией, когда вас слышат агрессоры, можно позвонить и проконсультироваться, 8 708 10 608 10, на который можно получить ответы, если у вас возникают вопросы. Хотелось бы сказать, что государство выделяет достаточно денежных средств на проведение социализации жертв бытового насилия, содействует трудоустройстве, проводит различные мероприятия, которые вырабатывают профессиональные первичные навыки для того, чтобы жертва в будущем могла трудоустроиться и быть частично занята. Такая ситуация не только по городу Алматы, такая ситуация наблюдается по всему Казахстану, и мы наблюдаем, что достаточно хороший эффект. Но, как мы говорили ранее, по решению суда будут применяться меры, это предложение оказания поддержки агрессорам в виде психологической помощи. И как мы видим, большие суммы денег выделяются из бюджета на поддержку жертв бытового насилия. Конечно, необходимо очень серьезно подойти к коррекционным программам по изменению поведения агрессора, потому что 30% женщин из кризисных центров возвращаются в семьи, и в 12% случаях происходит рецидив, то есть бытовое насилие продолжает существовать. Поэтому вот коррекционная программа работы с агрессором должна на сегодняшний день занять большую такую мощную поддержку и направление для того, чтобы мы с вами, как налогоплательщики, меньше содержали кризисные центры и больше уделяли внимание разрешению конфликта в семье. Рахмет, екінші сұрағым. Жуырда ғана жаңа заң қабылданды. Бұл заңға кімдер атсалыса алады? Қоғамдық ұйымдар қатыса ала ма? Қалай қатыса алады? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Қоғамдық ұйымдармен және де барлық біздің азаматтарымыз бұл заңның нығаюына тікелей әсер ете алады. Ол біріншіден тұрмыстық зорлық-зомбылықтар болған фактілерді естіген жағдайда, немесе көзбен көрген жағдайда полиция қызметкерлеріне хабарласқа біздер дер кезінде қандай да бір іс-шара қолданып қатерлі ары қарай апатқа ұшыратпауына ден қоюға тырысуымыз керек, ол біріншіден. Екіншіден, осы зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдармен, азаматтармен бетпе-бет сөйлесу, соның көңілін тауып, және де қандай да бір өзіне қол жұмсауға жеткізбеу үшін кеңестерін беріп, және де тағы да қайталап өтейін,
сондай факттерді білген жағдайда полиция қызметкерлеріне хабарласа, сол арқасында осы заңның үстемдігін біздер арттырамыз деп сенемін. Я бы хотела добавить, вот еще раз повторю, телефоны, которые на сегодняшний день работают по Казахстану, это 111-150. Если вы стали свидетелем жестокого обращения и насилия и хотели бы сохранить конфиденциальность и анонимность, то нужно обратиться и сообщить о факте, где это происходит, местонахождение. Безусловно, мы, сохраняя конфиденциальность, передаем информацию в правоохранительные органы, которые достаточно оперативно работают. И та политика, которая проводится многими субъектами исполнения закона, это и система здравоохранения, образования, это и исполнительные органы власти, направлены на то, чтобы мы все-таки формировали культуру нулевой терпимости к насилию, и это немаловажный фактор, потому что молчать о насилии не нужно. Есть закон, есть инструменты защиты, и самое главное, мы можем спасти чью-то жизнь и изменить, в общем-то, судьбу каждого человека, если не будет равнодушны каждый из нас, которые проживают в Казахстане, и в частности в Алмате. Благодарю за данный ответ. На нашу конференцию аккредитовал журналист Информбюро КЗ. Слово вам. Здравствуйте. Мой первый вопрос. Стало ли больше жалоб и вызовов после начала процесса над экс-министром Бишимбаевым? Заставило ли жертв насилия это заявлять на своих супругов и сожителей? Здравствуйте, спасибо за вопрос. После того инцидента, который вы озвучили, обращений, так скажем, больше не стало, чтобы катастрофически там поменялась у нас статистика или что-то больше. Но с каждым годом у нас виден определенный рост обращений жертв бытового насилия, жертв каких-либо насилий. Это сказывается на том, что население уже больше стало доверять правоохранительным органам и сообщать о факте насилия в отношении них, либо в отношении их знакомых, либо когда они будут оказываются свидетелями насилия. Спасибо большое. Мой второй вопрос. В прошлом году на брифинге в РСК рассказывали про коррекционную программу для абьюзеров. Как завершился пилот? Продолжится ли ее реализация, несмотря на новый радикальный в борьбе с насилием закон? Да, данный пилотный проект, он до сих пор продолжается, он не завершился. Психокоррекционные курсы у нас проводятся. Здесь необходимо отметить, не все агрессоры или правонарушители направляются на психокоррекционные курсы. Там есть определенный опрос. По результатам опроса устанавливается, имеются ли риски совершения повторного правонарушения со стороны вот этого агрессора, лица, который допустил первичное правонарушение в сфере семейных бытовых отношений. Из тех лиц, которые в течение года направлялись на психокоррекционные курсы, ни один из них не допустил рецидив совершения правонарушений в семейных бытовых отношениях. Я бы хотела дополнить, что в начале июля будет проходить обучение как раз-таки специалистам из Германии, Роландом Хельфером, который эту программу помогает нам внедрить в Казахстане. И я думаю, что это нашло отражение как раз-таки в новых изменениях в закон, и надеюсь, что и дальше мы продолжим, потому что программа действительно очень эффективна, как уже было сказано, и рецидивов практически нет. Спасибо. Спасибо за вопрос. Следующее слово предоставляется журналисту «Вечерней Алматы». Айгуль, как нас слышно? Ранее было заявлено, что полицейские будут заводить административные дела без письменного заявления жертвы. Как обстоит это сейчас? Как я в своем докладе ранее упомянул, что данная политика Министерства внутренних дел продолжается по сегодняшний день. Административная ответственность предусмотрена статьей 73, и как я ранее напомнил, это выражение нецензурной бранью,
повреждение домашнего обихода или иные действия, за которых не предусмотрена уголовная ответственность, предусмотрена административная ответственность. Данная статья у нас возбуждается до сих пор без заявления потерпевшей и рассматривается административным судом. По поводу уголовной ответственности, которую я напомнил по статье 108 и 109, это побои и нанесение легких телесных повреждений. Если данные действия будут совершены с особой жестокостью, с хулиганских повреждений и так далее, это уже является отягчающим обстоятельством и возбуждается тоже без заявления потерпевшей стороны. И расскажите, пожалуйста, может ли общество повлиять на снижение уровня семейно-бытового насилия? Чем могут помочь жители страны в создании безопасного общества? Как ранее мы отметили, всех граждан, жителей страны и вообще всей республики мы призываем не молчать о насилии, бытовом насилии, любой формы насилия. Они могут вовремя сообщить органам полиции, либо, как напомнил коллега, по телефонам, консультативным телефонам. Также мы проживаем век цифровизации, поэтому может любой гражданин о факте насилия сообщить через электронные порталы, либо официальным заявлением обратиться в органы полиции, и по всем фактам будет рассмотрена и дана правовая оценка. Ну, я хотела бы еще добавить, что, безусловно, то, что значит, в городе Алматы есть кризисный центр Жансая, управление занятости социальных программ, это говорит о том, что есть некая политическая воля, есть созданы условия, поэтому любой человек, который стал свидетелем насилия, может порекомендовать обратиться, и в телефон доверия тоже с WhatsApp-функцией, это 8 771 450 3 450, можно обратиться и получить консультацию. Все услуги предоставляются бесплатно, 24 часа в сутки работает данный кризисный центр. Это по оказанию помощи жертвам бытового насилия. Ну и я знаю, что очень много людей, которые добровольно оказывают такую спонсорскую, благотворительную помощь, поддерживая людям, проводят какие-то мастер-классы, приглашают к себе на мастер-классы для того, чтобы каким-то образом поддержать этих людей и помочь выйти на новый экономический уровень развития. Так что всем спасибо. Благодарю за данные ответы, уважаемые спикеры. На этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтар тәмам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.